В эфире абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске в Абхазии вспоминают двух президентов – Владислава Ардзенба и Сергея Багапш. 4 марта 1921 года была установлена советская власть. Безопасность на дорогах, статистика ДТП и ужесточение правил вождения. Социально ориентированный о расходах государственного бюджета. 4 марта – день памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Его не стало ровно 13 лет назад. Выдающийся государственный и политический деятель, основатель современного абхазского государства, ученый, ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По традиции в селе Нижняя Шера прошла церемония возложения цветов к мемориалу Владислава Григорьевича. Почтить его память пришли глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гумба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, спикер парламента Лаша Ашуба, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность. С его именем связано независимое новое абхазское государство. Если вы обратили внимание, большинство людей, которые поднимаются сюда, они приходят по своей воле. Никто это мероприятие масштабно не организовывает, потому что симпатия, любовь идет от сердца. И я уверен в том, что тропа никогда не зарастет Владиславу Григорьевичу, потому что он символ нашего государства. Планирую сегодня посетить Джигерду. Это два выдающихся государственных деятеля. Сергей Васильевич Багапш, с именем которого связано признание, международное признание нашей независимости. Человек, который прожил очень яркую, очень, к сожалению, скоротечную жизнь. Человек, который внес выдающийся вклад, теперь уже в развитие, в укрепление нашей абхазской государственности. Великий человек, особенно для абхазского народа. Он сделал для нашей страны большие успехи. Он помог нам получить эту долгожданную победу. Если бы не он, мы явно этого бы не добились. Он настоящий герой для Республики Абхазия. Он изучал языки хаты и хеты, имеет множество наград, Кондоровская премия, почетный гражданин Южной Осетии. Родной Сухум, как ты устал, что варвары с тобой свершили, тебя сжигали и бомбили, и все ж ты выжил, устоял. О, лужевой, ты не стонал, ты год горел, терпел и ждал. Ты знал, твои сыны придут, и всех врагов собственных сметут. Они придут, излечат раны, вольют с тебя родную кровь, и будут знать другие страны, что ты воспрял из пепла вновь. 4 марта второму президенту Абхазии Сергею Багапш исполнилось бы 74 года. В селе Джгярда у мемориала Сергея Васильевича в этот день всегда многолюдно. Сюда приходят, чтобы отдать дань памяти человеку, внесшему неоценимый вклад в дело восстановления международного признания и развития абхазского государства. Яркий и мудрый политик, решительный и волевой человек. Он был настоящим патриотом Абхазии. Почтить память Сергея Багапша и возложить цветы к его могиле в село Джгярда пришли глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гумба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность.
Вьетнам тахыс ебедруз хакун, ян ябзи габре аван, абраха тало на хабла езгны, абыс пату хагуйцон. Авадр зайго набра трактор ходжикимен. Амха, ну апшен тагалоз яра дактоныз хацхраунзиге. Яхарта бзиха дям таным кона бис тахсид жгер дагзам апсныз ги тахсид. Апсныз даража бай бехан. Абра ажкун са сед псотасла кахачын. Шела хан ипшва пусир авинаштахала булди набихан санни Арзенба Владислав Григорий Бодепсит, ишто хашсан сид димепигет, аштахире псазара ширкарчу вдругдиге. Я хабе рцхузгу зимдро псндо псакам а президенту чигарда мацара кунга апсны юница антазги здырва варацюб абри яхимш данизам шоп Сергей Багапш гугартаси хамаз وينو حرال شد خواهی رانزه ایجابه این بیتی خزوسکا چیکار دم مثلا یا هنو بالر بیگو و خزرش توسکا ایزرن ها سکیانا گودیت زگیت بگنت حماس کیخه یلا خنزو بسی از رک خرنی خط حقوب تمام اکتا مثلا زنگو میزسحو بسنا خنزنا زادزو داره کرد حخورن ها بس سکیانا گود Амш зепшош вот абризик батана рхемега закой хажлар рацюдзани айчгарда джебаз баззеге катахцалай тавуп хашасхот Чуть больше 100 лет назад, 4 марта 1921 года, в Абхазии была установлена советская власть. Это стало возможным после 4-летней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками. До распада СССР дата была праздничной и отмечалась в республике соответственно. Об истории и значимости данного события в репортаже Эсмы Голанзе. Сегодня трудящиеся Абхазии, изнемогавшие под тяжелым игом самодержавия грузинских меньшевиков, лакеев-империалистов, празднуют свое освобождение и приветствуют Красную армию. Так гласит резолюция, принятая на митинге в марте 1921 года и позже направленная Ленину. Установление советской власти в Абхазии – существенная и неотъемлемая часть истории. Это событие на десятилетия вперед определило политическое, экономическое и культурное развитие нашей страны. Во время гражданской войны Абхазия была практически оккупирована грузинскими меньшевиками. И, конечно же, они здесь сыграли очень негативную, отрицательную роль, нанесли ущерб как экономическим аспектам и вопросам, если рассматривать их, нанесли также огромный урон и политическим институтам, которые здесь складывались. В установлении советской власти в Абхазии огромную роль играет Кераз, это общественная политическая организация, которая поддерживала линию именно советскую. Такие видные политические деятели, как Нестор Лакоба, Ефрем Эшба и другие. Впервые советская власть была установлена в Абхазии в 1918 году. Центральными фигурами в рядах большевиков были Нестор Лакоба и Ефрем Эшба. На первых порах попытка оказалась успешной, однако большевистский режим продержался совсем недолго. К 1921 году ситуация значительно изменилась. А что касается уже установления советской власти в 1921 году, то она уже, как показывает время, была более устойчивой и по протяженности долгосрочной. И, соответственно, в историографии Абхазии эти даты являются рубежными, но в то же время хотелось бы подчеркнуть тот факт, что в 1921 году, после установления советской власти, чуть позже, уже в конце марта 1921 года, была восстановлена государственность Абхазии в форме Советской Социалистической Республики. И если исходить из того, что сегодня мы с вами наблюдаем на фоне всех тех мировых тенденций, процессов, событий, то некоторые исследователи, в частности обыватели, очень огульно отзываются о советском прошлом. Однобоко рассуждать, что советская власть имела только минусы, это непрофессионально и неправильно.
В этот период Абхазия действительно была активно развивающимся островком мирной жизни. В центре внимания большевиков были вопросы строительства индустриальных предприятий, в первую очередь освоение Тхорчалского каменноугольного месторождения. Это было время политического равновесия, межнационального согласия, экономического бума и культурного взлета, пишет в своей книге историк Станислав Лакоба. Абхазия тогда развивалась в плане социально-экономического развития в русле НЭПа. Об этом подчеркивал Нестор Аполлоныч Лакоба. Здесь открываются школы, детские сады, здесь также развивается промышленность. Это все можно отнести к плюсам. Что касается политических аспектов, конечно, самый главный плюс – это восстановление советской власти и изгнание грузинских меньшевиков с территории Абхазии. Дальше, если рассматривать плюсы, положительные моменты – это восстановление, конечно, абхазской государственности, это принятие Конституции 25 года. Совершенно точно мы можем эти моменты и события относить к положительным, конечно, моментам и событиям в историографии Абхазии. Одновременно с этим, с первого дня установления советской власти на Абхазию оказывалось давление со стороны Кремля с подачи Иосифа Сталина. Считать экономически и политически нецелесообразным существование независимой Абхазии. С таким пунктом на пленуме Кавбюро ЦК в присутствии Сталина было принято решение по вопросу о положении в Абхазии. Постепенно градус давления на Абхазию все более и более возрастал. В конце концов, уже в конце 20-х годов, когда уже в 1929 году в борьбе двух альтернатив, это демократической модели власти и тоталитарной, вверх берет именно тоталитарная модель власти. Практически к власти уже пришел именно Сталин. И, конечно, в 1931 году по его инициативе, без волеизъявления абхазского народа и практически руководство Абхазии, которое отстаивало тезис именно сохранения СССР Абхазии, Абхазия насильным образом была включена в состав Грузии в качестве автономной единицы. Таким образом, сужение суверенных прав Абхазии было завершено. СССР Абхазия просуществовала 10 лет. Эшба и Лакоба поплатились за свою активность жизнью. Годы правления Сталина были отмечены политикой ассимиляции нашего народа и массовых репрессий, в результате которых абхазы стали меньшинством на своей исторической родине. Все эти действия стали причиной последующих трагических событий в истории нашей страны. Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение. Безопасность на дорогах Абхазии все чаще становится предметом обсуждения. На прошедшей сессии парламента в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде и некоторые другие нарушения ПДД. Законопроект был представлен в Народное собрание президентом республики. Рада Чачава продолжит тему. Законопроект, представленный президентом, направлен на усиление административной ответственности за нарушение ПДД, устранение противоречий норм Кодекса об административных правонарушениях и совершенствование порядка наложения и исполнения наказания в области дорожного движения. От 3 до 4800 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев установить штраф в размере от 100 до 150 МРОД, то есть от 6 до 9 тысяч рублей, или лишение управления транспортным средством на срок от 6 до 12 месяцев. Это вот как бы, если касаться статьи 117 часть 5. В законопроекте предлагается ужесточение наказания за превышение установленной скорости движения, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований ряда дорожных знаков, таких как въезд запрещен, движение запрещено и опасность, а также нарушение правил обгона и разворота. Проектом закона за совершение вышеуказанных административных правонарушений предусматривается вместо административного наказания в виде штрафа от 10 до 30 МРОД, то есть от 600 до 1800 рублей, штрафа в размере от 80 до 120 минимальных размеров оплаты труда, то есть от 4800 рублей до 7200 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок 6 месяцев. Предлагается также повышение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии, пересечение сплошной линии, выезд на встречную полосу движения и создание аварийных ситуаций. Проектом закона предусматривается установление административного штрафа в размере 4800 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.
В случаях, когда выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, осуществлен при объезде препятствия, проектом предусмотрен штраф от 1200 до 1800 рублей. То есть от 20 до 30 минимальных размеров оплаты труда. За повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусматривающего выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу для встречного движения, проектом предусматривается штраф 140 минимальных размеров оплаты труда, то есть 8400 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год. Беслан Чкаду отметил, что при проведении анализа дорожно-транспортных происшествий было выявлено, что наиболее частыми причинами аварий в стране является управление автомобилями в нетрезвом состоянии, неправильный обгон и нарушение правил скоростного режима. За вождение в нетрезвом виде нарушители в случае принятия нового закона должны будут оплатить весьма приличный штраф. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, является, наверное, одной из наиболее опасных административных правонарушений в области дорожного движения. Проектом предусматривается ужесточение административной ответственности за данный вид нарушений. В соответствии с проектом закона за данный вид нарушения предусматривается административный штраф в размере 800 минимальных размеров оплаты труда, то есть 48 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок 6 месяцев. Повторное в течение года нарушение в виде управления транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения влечет за собой административный арест на 15 суток и с лишением права управления транспортным средством на 1 год. Предлагаемые поправки вызвали дискуссию в обществе. По мнению Давида Пилия, безопасность на дорогах – один из основополагающих факторов защищенности всего социума. И все зависит от человека, кто сидит за рулем, насколько он ответственен, насколько он предупредителен, неосторожен к другим участникам дорожного движения, насколько он понимает, как он должен себя вести, чтобы не создавать аварийную ситуацию. В целом, сказать ситуацию, что она вообще катастрофа, может быть, нет, но сказать о том, что она очень напряженная, и она беспокоит наше общество, и беспокоит наше государство, конечно, это надо признавать. Подобные инициативы, по мнению Давида Пилия, полностью оправданы. Государство обязано контролировать ситуацию на дорогах и всеми доступными с юридической точки зрения способами оберегать участников дорожного движения. Конечно, я поддерживаю этот законопроект. Очень важно, чтобы государство делало серьезные шаги в плане законотворчества для того, чтобы максимально уберечь людей от гибели на дорогах. Да? И любая мера, если она направлена на то, чтобы мы можем человеческую жизнь спасти, я это приветствую. Я думаю, что в будущем надо будет рассматривать более жесткий подход, даже до изъятия автомашины. Если человек выпил раз, оштрафован, выпил 2-й раз, оштрафован, на 3-й раз просто надо изъять, потому что этот человек не может ездить за рулем. Он несет потенциальную опасность для окружающей среды, для людей, для наших граждан. На каждом человеке, водителе или пешеходе, лежит ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье окружающих. Чтобы добиться желаемого результата, иногда необходимо принимать кардинальные меры. Но в данном вопросе в первую очередь важно самосознание и личная ответственность каждого гражданина. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Львиная доля государственного бюджета Абхазии уходит на выплату заработной платы и на социальную сферу здравоохранения, образования, культуру. В этом году предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержание пенсионного фонда и фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Об основных направлениях реализации социальной политики государства, о том, как формируются расходы и о помощи, которая оказывается гражданам страны, в нашем следующем репортаже. Здравоохранение, сельское хозяйство, образование, культура, социальное обеспечение, спорт, наука и другие направления являются основами социальной политики государства. Поэтому со всеми профильными министерствами Минфин работает в тесном контакте. Все ведомства предоставляют проекты с обоснованием расходов. Затем в Министерстве финансов осуществляется сбор и обработка данных, сравниваются показатели предыдущих лет, а также идет проверка обоснованности и законности. Специалисты Минфина активно работают над объемами выделяемых средств на различные сферы.
Доля расходов на социальную сферу в общей структуре расходов составляет более 40%. Ежегодно в структуре расходов бюджета наблюдается рост расходов на социальную сферу. Такую задачу перед нами ставит руководство страны, и мы обеспечиваем достижение поставленных целей. К примеру, в 2022 году в рамках программы «Жилище» были направлены бюджетные ассигнования на финансирование расходов, связанных с обеспечением жильем 52 граждан Республики Абхазия. По решению президента в текущем году объем средств на финансирование программы уже в 2022 году был увеличен на 50%. За счет средств республиканского бюджета осуществляется финансирование расходов, связанных с выплатой социальных пособий гражданам, 14 категориям граждан. Также направляются ассигнования на поддержку пенсионного фонда, фонда инвалидов Отечественной войны. В республиканском бюджете в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержание пенсионного фонда в объеме 140 миллионов рублей. Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 10 миллионов рублей. Здесь отмечается рост расходов по сравнению с предыдущим годом. По решению президента Республики Абхазия была сформирована Государственная комиссия по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Дня Победы и независимости и 15-летия со дня международного признания независимости Республики Абхазия. Также в соответствии с этим в республиканском бюджете предусмотрен предельный объем бюджетных ассигнований на финансирование указанных расходов. Кроме того, хотелось бы отметить, что за счет средств республиканского бюджета направляются ассигнования на поддержание образования и науки. В рамках программы издания учебников в 2022 году были изданы учебники для образовательных учреждений в количестве более 20 тысяч экземпляров. Также предусматриваются расходы на издание книг государственными научными учреждениями, такими как Академия наук Абхазии, Абхазский институт гуманитарных исследований, Абхазская энциклопедия, Абхазское государственное издательство. Все перечисленные мной расходы, они носят программно-целевой метод финансирования. И, в общем, хотелось бы отметить, что количество программ в 2023 году в сравнении с предыдущим годом также выросло. Также предусматриваются денежные средства на поддержание административно-территориальных единиц. В рамках ведомственной целевой программы кадрового обеспечения Минздрава молодые люди направляются на обучение в различные медицинские вузы. В 2022 году на эти цели государством было выделено 12,6 миллионов рублей. На лечение граждан за пределами республики за указанный период было направлено более 102 миллионов рублей. Это же обращение поступает в Министерство здравоохранения, и потом уже Министерство здравоохранения направляют обращение в Министерство финансов, после чего уже осуществляется их финансирование. Что касается программы кадрового обеспечения, то там есть постановление, и постановлением принято приложение, то есть это те студенты, которые попадают под программу, и их финансирование оно осуществляется ежегодно в рамках тех бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на реализацию этих программ. Государством также оказывается поддержка пострадавшим в результате стихийных бедствий. Выделяются средства из резервного фонда президента. Финансирование подобного рода расходов осуществляется ежедневно. Количество обращений с каждым годом растет, и в соответствии с этим растет и объем средств, направляемых на эти цели. Так, в 2021 году была оказана материальная помощь в объеме 104,7 миллионов рублей. Материальная помощь была оказана гражданам в количестве 1369 человек. В 2022 году на оказание материальной помощи были направлены средства в объеме 275 миллионов рублей, и материальная помощь была оказана гражданам в количестве 2735 человек. В 2022 году в рамках целевой ведомственной программы Минсельхоза было реализовано 162 проекта. На эти цели выделено 100 миллионов рублей. В рамках госпрограммы «Жилище» жильем обеспечены более 100 семей. Гугут Савардания, Тимур Гугухия, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Побольше вам положительных эмоций и хороших новостей. Всего доброго!